Защиты семейной и молодежной политики, вопросы развития ЗАГСа, сферы юстиции и многое другое. Позвольте представить участников сегодняшней программы. В первую очередь это заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балабкина. Также в нашей студии находятся министры и руководители, позвольте их вам тоже представить. Это министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Елена Афраимовна Борисова. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Степан Анатольевич Саргыдаев. Министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Александровна Волкова. Начальник Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей Сергей Юрьевич Трофимов. И руководитель управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха-Якутия Тамара Николаевна Кривошапкина. Уважаемые зрители, позвольте напомнить вам формат эфира. В первой части программы я коротко побеседую с участниками программы. Затем во второй, в основной части эфира, мы будем общаться с вами, уважаемые зрители, принимать ваши звонки и вопросы в студию. Специально для этого мы организовали работу колл-центра. Там работает моя коллега Саргалана Неустроева. Саргалана, добрый день. Расскажи, пожалуйста, как организована сегодня работа. Добрый день, уважаемые телезрители. Наш колл-центр начинает свою работу в прямом эфире. Звонки принимаются по номеру 320111. Это многоканальный телефон с 4 станциями, за каждой из которых работает специалист. Вопросы принимаются на 2 языках, на русском и якутском. Наиболее актуальные будут озвучены в прямом эфире. Наши продюсеры перезвонят вам, будьте готовы озвучить интересующие вас вопросы. Также параллельно на рабочих местах находятся заместители министров и руководители подведомственных предприятий и учреждений, которые готовы ответить на ваши вопросы. Я буду периодически подключаться и рассказывать, сколько всего вопросов и по каким темам поступило. Влад? Саргалана, спасибо. Итак, позвольте начать отчет правительства Республики Саха-Якутия в прямом эфире. Сделаем это с просмотра видеосюжета, подготовленного коллегами с телеканала Якутия-24. Внимание на экран. Республика, как и прежде, занимает лидирующие позиции по рождаемости и естественному приросту населения среди субъектов Российской Федерации. В результате реализации указа главы республики Айсена Николаева о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости, впервые за последние 6 лет удалось преломить тренд снижения рождаемости. По итогам 2020 года родилось 12 957 детей, что на 138 больше, чем в предыдущем году. В 2020 году дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет получили более 36 тысяч заявителей на более чем 47 тысяч детей на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. 117 семей, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, получили выплаты на приобретение или строительство жилья. Оказана адресная материальная помощь 1500 семей на газификацию жилых домов и подключение к центральному отоплению, на электроотопление. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана более 6000 малоимущих семей. Почетным знаком долгожителя ЮСАС к столетию со дня рождения отмечены 9 человек. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне указом главы республики ко Дню Победы произведены единовременные выплаты более 25 тысячам человек. Ежемесячные денежные выплаты и денежные компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг получили более 116 тысяч ветеранов. Оказана материальная помощь на ремонт жилья 452 ветеранам войны и тыла. В год патриотизма в Якутии одной из значимых акций стала республиканская эстафета Знамени Победы во всех улусах. Совершено восхождение на гору Победа, где на высоте более 3000 метров было водружено Знамя Победы. К юбилею Победы во всех районах республики возведены новые скверы, обелиски, приведены в порядок 295 памятников.
В мемориальном комплексе «Солдат Туймады» в Якутске открыт памятник якутскому снайперу. Выпущена юбилейная книга-альбом. Проведены торжественные мероприятия и акции. В 2020 году 5212 бойцов якутских строительных отрядов приняли участие в строительстве более 35 важных инфраструктурных объектов. По итогам года Якутское региональное отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» стало лучшим по Дальневосточному федеральному округу. Общественная организация «Волонтеры культуры» вошли в топ-10 движения «Волонтеры культуры России». В отчетном году 43 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций получили гранты главы республики на общую сумму более 56 миллионов рублей. В 2020 году весь мир столкнулся с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Под руководством главы Якутии Айсена Николаева создан и работает оперативный штаб. 17 марта 2020 года на территории республики введен режим повышенной готовности. В оперативном порядке были предусмотрены меры поддержки субъектов предпринимательства, введено дистанционное обучение, внедрены удаленные формы работы. С 1 апреля 2020 года проведена поэтапная изоляция всех стационарных учреждений социального обслуживания с подопечными и персоналом. Помощь в виде выплат и пособий на общую сумму 8,5 миллиарда рублей получили 160 тысяч семей с детьми, более 57 тысяч безработных якутян. Обеспечен перевод на удаленный режим работы не менее 50% работников бюджетного сектора экономики, государственных и муниципальных служащих. Внедрены новые цифровые и проактивные формы предоставления госуслуг в социальной сфере. Автоматически продлены без предоставления подтверждающих документов ранее назначенные пособия и выплаты. Прием заявлений на регистрацию актов гражданского состояния также производился через портал госуслуг. Главой Якутии установлены стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и привлеченным к работе в обсерваторах, а также работникам, находящимся в режиме изоляции в стационарных учреждениях социального обслуживания. В кратчайшие сроки были организованы инфекционные отделения, больницы оснащены необходимым оборудованием, закуплены лекарства и средства защиты. Коечный фонд для лечения больных COVID-19 увеличился с 400 коек до 3000. Больницы обеспечены квалифицированными кадрами. Для помощи медикам привлечены волонтеры из медицинских колледжей и медицинского института. С 2 до 15 увеличено количество вирусологических лабораторий. При нормативе 1500 тестов в сутки лаборатории обрабатывали до 7000 тестов в сутки. Всего с начала пандемии обработано более 950 тысяч тестов. В период роста заболеваемости были развернуты 67 обсерваторов на 3000 мест, в которых находились на карантине более 5000 человек. Для лечения пациентов закуплены лекарства на общую сумму свыше 387 миллионов рублей. На общую сумму около 860 миллионов рублей, в том числе за счет пожертвований, приобретено 2664 единицы медицинского оборудования, в том числе лабораторное оборудование, кардиомониторы, рентгенаппараты, кислородные концентраторы и станции, компьютерные томографы, 174 аппарата искусственной вентиляции легких. С 11 марта 2020 года работают горячие линии по вопросам здравоохранения и социального обслуживания. Обработано более 130 тысяч обращений граждан. Более 4000 волонтеров Республиканского волонтерского корпуса отработали свыше 43 тысяч заявок на доставку продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме самоизоляции. На 31 декабря 2020 года зарегистрировано 26 369 случаев новой коронавирусной инфекции. По итогам года зарегистрирован 391 летальный случай.
выздоровели более 21 тысячи человек, что составляет около 82%. Утвержден план вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В ноябре-декабре прививку получили около 1000 медиков. В рамках антикризисных мер за счет всех источников на поддержку населения, здравоохранения и экономики республики направлено 32 миллиарда рублей. В 2020 году получила дальнейшее развитие цифровизация медицинских услуг. Предоставлено 1,5 миллиона услуг записи на прием к врачу в электронной форме, что в 2 раза больше, чем в 2019 году. Запущено приложение «Облачная поликлиника», которое использует более 11 тысяч якутян. Проведено более 2000 телемедицинских консультаций. Приобретена 31 автомашина скорой медицинской помощи. На лекарственное обеспечение льготной категории граждан направлено 2,5 миллиарда рублей. Несмотря на мобилизацию медицины на борьбу с COVID-19, продолжалась работа в рамках национального проекта здравоохранения. Введены 18 ФАПов и врачебных амбулаторий. Открыты 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Произведен капитальный ремонт 4 объектов здравоохранения. Продолжается строительство онкологического центра. В Ленске открыто сосудистое отделение. Проведено дооснащение первичного сосудистого отделения Нерюнгринской центральной районной больницы. Закуплены ангиографический комплекс и МРТ-оборудование. После капитального ремонта открыта детская поликлиника в Нерюнгри. В селе Майя введена вертолетная площадка. Детские поликлиники 18 медицинских организаций оснащены оборудованием на сумму более 128 миллионов рублей. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили выплаты 156 человек. Значимым достижением 2020 года стала защита программы модернизации первичного звена здравоохранения на сумму свыше 12 миллиардов рублей. Софинансирование мероприятий программы из федерального бюджета составит 90%. Ольга Валерьевна, в сюжете показали события значимые, которые произошли в направлениях и отраслях, которые вы курируете. Что бы вы хотели добавить ко всему этому увиденному и на что бы вы хотели обратить внимание прежде всего, подводя итоги 2020-го? Спасибо большое, Влад, за поставленные вопросы, НК «Саха» за предоставленную студию сегодня для того, чтобы провести отчет правительства в новом формате. Впервые, вот вообще позвольте мне, конечно, представить отчет вот в таком новом, необычном формате, да, но непосредственно впервые отчет за социальный блок мы представляем именно выступая, объединив 2 больших направления. Это не только отчет за всю социальную сферу, работа которой была достаточно сложной в этом году, но это еще и отчет за работу оперативного штаба в той части курирования вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия. Действительно, в этом году мы впервые столкнулись с тем, с чем не сталкивалась не только республика, с чем не сталкивался мир никогда. Сама настороженность относительно новой коронавирусной инфекции появилась в декабре 2019 года. С этого момента сразу был организован термометрический контроль пассажиров, прибывающих к нам авиационным транспортом из других субъектов сотрудниками Роспотребнадзора совместно нашими медицинскими учреждениями. Тем не менее, в начале даже 2020 года никто и не мог знать, как будут развиваться события и с какими вызовами мы столкнемся в этом году. И все-таки в условиях колоссальной нагрузки смогли сохранить необходимый объем медицинской помощи, социального обслуживания, не прекращали регистрацию актов гражданского состояния, обеспечили условия работы мировых судей, эффективно организовали работу волонтеров и бойцов строительных отрядов. Несмотря на достаточно сложные складывающиеся обстоятельства, достойно организовали мероприятия Года памяти и славы, а также Года патриотизма. Несмотря на то, что системе здравоохранения пришлось мобилизовать все свои ресурсы в начале года на решение одной из основных проблем прежде всего создания условий безопасности в условиях развивающейся пандемии, тем не менее мобилизация ресурсов как системы здравоохранения, так и социального обслуживания
позволила нам сегодня получить итоги и говорить об итогах 2020 года достойно и честно. Действительно, ни одно из наших учреждений не прекратило свою работу. И, соответственно, на нас легла огромная колоссальная нагрузка, связанная с определением новых условий жизни для всей сферы жизнедеятельности в республике, начиная от авиационного сообщения, заканчивая простой организацией семейного быта. Новые правила устанавливались практически молниеносно. Главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым была поставлена задача согласовывать все проекты нормативно-правовых актов в пределах 24 часов. В результате этого быстро, оперативно принимались все решения. Необходимо обратить внимание, что для этого года была характерна и другая ситуация, которая была связана с тем, что одновременно работало два органа – и правительство, и оперативный штаб. И именно наша база, которая была в республике, как во всех системах социального обслуживания, так и база, которая была в республике по цифровой безопасности, именно так я ее называю, она позволила нам, во-первых, практически безболезненно в сроке перейти на дистанционное обучение, как в сфере среднего образовательных учреждений, так и высших учебных заведений. Позволила нам ни в коей мере не подвергнуть никаким опасностям желание детей поступить в те или иные высшие или среднеспециальные учебные заведения. Кроме того, в связи с тем, что у нас были закрыты практически все детские сады, мы понимали, что будет необходимость в детских садах для тех, кто остается все это время на работе. Поэтому оперативно была организована и работа по открытию дежурных детских садов. Также я хочу обратить внимание, что параллельно с этой работой, не закрыв ни одно социальное учреждение, не закрыв ни одну дверь в целом для граждан именно с точки зрения оказания услуги, мы продолжали работать и с позиции оказания социальных услуг лицам, которые у нас находятся в домах наших престарелых, которые получают социальную помощь. Оказывали помощь без всяких вопросов, онкологическую, оказывали помощь перинатального центра. Осуществили именно тот объем необходимой как медицинской социальной помощи, который государство должно было гарантировать. Безусловно, основным и базовым моментом было это оказание социальной помощи граждан, которые пострадали в том числе от ограничений, установленных коронавирусной инфекцией. И для этого нам помогла та база данных, которая уже была создана в республике. Молниеносно, по моему мнению, и я не побоюсь этого слова, принимались решения по выплатам, а также непосредственно осуществлялась реакция на необходимость начисления и получения гражданами тех выплат и пособий, которые гражданам как должны были они их получать, так и тех выплат и пособий, которые были в качестве своего рода таким вот спасательным кругом в достаточно сложный период. COVID-19, безусловно, стал, естественно, серьезным вызовом для курируемых мной отраслей. И я сегодня хочу поблагодарить всех работников социальной сферы, которые работали в этих достаточно сложных условиях. Ведь впервые мы работали в закрытом режиме, не выходя из практически своих учреждений. Впервые мы работали непосредственно очень быстро, оперативно. И нужно сказать, что это потому, что каждый, работающий в социальной сфере, понимал, что, в принципе, от их работы зависит и четкий итог, когда же закончится и когда мы победим эту коронавирусную инфекцию. Потому что остановить жизнь на минуту – это практически невозможно. Поэтому жизнь продолжалась, но по новым условиям. Сейчас, когда появились официальные данные статистики по итогам прошлого года, сравнивая Республику Саха-Якутия с другими субъектами Российской Федерации, мы можем с уверенностью сказать, главные демографические показатели мы удержали, некоторые из них улучшили. Впервые за последние 6 лет по итогам 2020 года показатели рождаемости в Якутии превысили показатели смертности. Это, безусловно, одновременно и определенного рода и достижения,
Но с другой стороны, мы понимаем, что те факторы смертности, которые были, врачи делали все для того, чтобы она была как можно меньше. В республике за 12 месяцев 2020 года родилось на 138 детей больше, чем в 2019 году. По показателю естественного прироста населения мы занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе и 7-е место среди регионов Российской Федерации. Я также не могу обойти стороной работу оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории республики. В его состав входили не только руководители всех министерств и ведомств республики, но также и руководители территориальных управлений федеральных органов власти. Региональный штаб координировал работу оперативных штабов, которые были созданы в каждом районе республики. Сегодня число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике за весь период пандемии составил количество больше 30 тысяч человек. Из них уже 94,5% выздоровели. На настоящий момент на лечении находится 4%. Начиная с марта месяца мы ежедневно ведем контакт с населением республики. Выходим как в прямые эфиры, на брифинги, работаем через социальные сети. И везде, во всей своей работе ориентируемся на те чаяния и на те вопросы, которые возникают у населения в это сложное время. Большая работа у нас связана и с адаптацией всех сфер нашей жизни к функционированию в новых санитарно-эпидемиологических условиях. Начиная от простых вопросов, как безопасная покупка продуктов, заканчивая сложными вопросами, как функционирование жизнеобеспечивающих предприятий, ЖКХ, энергетики, добывающей отрасли. В кратчайшие сроки были определены порядки проведения санитарной обработки и дезинфекции общественных пространств, порядок перевода на удаленные формы работы, порядок дистанционного обучения школьников и студентов, поиска и внедрения цифровых решений для борьбы с ковид, контроль за въездом и выездом в регион, контроль за межмуниципальным региональным транспортным сообщением, внедрение нового регламента въезда вахтовых работников, введение правил поведения граждан, организация сферы обслуживания, организация волонтерской помощи, внедрение и реализация производства масок, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, организация контроля за соблюдением ограничительных мер и многое другое. Все эти меры вводились не только у нас впервые в республике, но и по всей стране. И времени на раскачку у нас не было. При этом наши региональные особенности, такие как большие территории, труднодоступность в многих населенных пунктах, во многом зачастую где-то нам помогала, а где-то заставляла по-иному отходить от странового подхода и по-иному решать очень многие проблемы. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы боролись с ковид вместе. И дальше это будем продолжать. Спасибо вам за ответственное, бережное отношение к здоровью своих близких и окружающих. Осторожность и заботу, которую вы проявляете, продолжая соблюдать все меры предосторожности. Спасибо. У нас в студии сегодня министры и руководители. Давайте тоже им дадим слово. Начнем с министра здравоохранения Елены Борисовой. Елена Афраимовна, Ольга Валерьевна подробно рассказала о той большой работе, которая была проделана по борьбе с коронавирусом. Вы, как министр отрасли, тоже были на передовой все это время. Можем ли мы уверенно сказать, что якутская система здравоохранения справилась с пандемией? Спасибо большое за вопрос. Действительно, вот Ольга Валерьевна в своем докладе отметила, что самое большое, наверное, слогановое слово прошлого года это была скорость, быстрота, оперативность. И надо отметить, что, конечно, в такой тяжелый год для всей страны, для всего мира отрасль здравоохранения была на ведущем плане, всегда была под большим интересом, под большой лупой рассмотрена. Но хотелось бы сказать, что в рамках той экстракардинальной ситуации, которая происходила в мире, в стране, во всех регионах, мы сегодня четко можем сказать, что да, республиканская система адекватно ответила на те вызовы, которые были сегодня поставлены перед нами, как населением, так и в целом правительством, оперативным штабом. Что хотелось бы отметить? Мы, да, тоже понимаем, что были определенные проблемы, их можно разделить конкретно на проблемы страны. Это, в частности, неготовность системы обязательного медицинского страхования к таким кризисным ситуациям в части финансирования. Это, может быть, недостаточное количество производств, и мы ощущали это очень четко в части изготовления средств индивидуальной защиты в самом начале. Мы знаем, что их было 18 в целом по стране, и выпускалось 600 тысяч средств индивидуальной защиты в день, что хватало. Но насколько быстро и оперативно перестроилось производство.
И это дало нам большой толчок и преимущество. То же самое касалось лекарственных препаратов. Например, такой известный, наслышанный уже всем, как гидроксихлорохин, стал выпускаться в прошлом году в рамках 173 раз выше, чем имеющиеся годы перед этим. И что касается проблем, конечно, республиканских. Мы понимаем, что в первую очередь это наши территории и это плотность населения. И, к сожалению, несмотря на то, что есть некое понимание, что ниже плотности меньше заболеваемость, это абсолютно не так. Мы видим пример дан, когда один случай заболевшего может инфицировать всю группу населения. Это, конечно, были определенные вызовы, и здесь нужно было действовать действительно очень оперативно, экстренно. И считаю, что консолидированно всеми медицинскими работниками, совместно с Оперштабом, с Роспотребнадзором, мы смогли устоять свои позиции. Что в первую очередь мы научились делать? Да, действительно, очень оперативно принимать решения. Всего в течение года было принято порядка 500 нормативных актов только по здравоохранению. Причем эти акты были разработаны впервые, не то что в году, а это в мире, наверное, за определенный большой промежуток времени. Мы научились максимально быстро учить наши кадры. Мы уже сегодня являемся лидерами по образованию, в том числе той 10-й новой вышедшей версии по методическим рекомендациям работы с ковид. Это большой труд, когда мы большую территорию одноразово обучаем, начиная от врачей до санитаров. Эти правила нам помогли оказать медицинскую помощь на всех уровнях одинаковым подходом, то ли будучи в городе Якутске, то ли в любой точке Крайнего Севера. Мы начали сразу сохранять свой кадровый потенциал, организовывая в гостинице отдельные проезды. Мы готовы сегодня и умеем уже это делать, перепрофилировать коечный фонд, который мы сортировали, если так можно назваться, от 3071 в самый пик, и сегодня 621 койка. То есть мы можем разворачивать любой коечный фонд, оперативные койки развертывания, о чем мы говорили в 2019 году, и мы очень хорошо их моделировали именно на этой модели, они показали свою результативность, когда мы в любом стационаре, даже не являющемся больничным комплексом, можем соблюдать все правила и нормы и не допускать внутрибольничную инфекцию, оставаясь, сохраняя безопасность пациента, нахождения в тех или иных организациях. Это развитие санитарной авиации. В 2019 году, благодаря правительству, была принята целая концепция, ряд рядовой подготовности и открытия 5 дополнительных авиационных площадок. Мы смогли скоординировать эту трехуровневую медицинскую систему и не оставлять людей без помощи. В период тех ограничительных мер, которые были приняты на уровне страны, мы смогли локализоваться, мобилизоваться и подготовить койки для реанимации, для того, чтобы оказывать помощь тяжелым пациентам. И сегодня закуплено 1111 единиц медицинского оборудования только в рамках ковид-инфекции. В том числе 4 компьютерных томографа, то есть так называемого высокотехнологичного медицинского оборудования. Мало того, что мы успели его закупить, мы успели его установить и ввести в эксплуатацию. Если помните, буквально на недавних примерах, когда у нас на один район уходила подготовка, закупка, установка практически до года. А тут 4 аппарата мы успели смонтировать в течение кратчайшего времени. Надо отметить, конечно, здесь и другие подходы для того, чтобы, вот Ольга Валерьевна отметила в своем докладе, мы не закрыли ни одну медицинскую организацию, и мы всегда в стране звучали как регион, который продолжает оказывать помощь по кардиологическим случаям, по онкологии. Мы не перепрофилировали ни один перинатальный центр. Вся эта медицинская помощь оказывалась. Мы дистанционно научились оказывать медицинскую помощь и консультации не только по ковид-инфекции, но и сегодня очень активно пользователи используют наше приложение «Облачная поликлиника» для консультации хронических заболеваний, артериальная гипертензия, сахарный диабет. И это замечательно. Мы видим, какое продвижение облачная поликлиника получила как раз в рамках этих экстремальных ситуаций. И мы считаем, что это один из новых видов и форматов оказания медицинской помощи, когда пациент в любой точке нашего большого территориального региона может получить квалифицированную медицинскую помощь. Мы говорим о том, что сегодня мы готовы развивать другие дистанционные мониторинги, другие дистанционные методы. И все это дало старт, наверное, вот это наша консолидация той работы, которую мы все производили. Спасибо большое тем медицинским работникам, которые ни разу не отказались и не ушли со своего рабочего места, и их семьям, которые ждали своих медицинских работников дома. И здесь, конечно, мне кажется, самое яркое проявление патриотизма, это именно год, объявленный, годом патриотизма, это проявили наши медицинские работники. За это им большое, огромное спасибо. Надо сказать, что действительно мы
успели, смогли, реализовали все те показатели, которые перед нами ставил глава как персональное поручение. Мы смогли достичь в основном всех своих показателей, которые ставил национальный проект. Кроме того, мы стратегически отработали программу модернизации. Вы знаете, мы практически первые защитили ее на уровне Российской Федерации. И сегодня республика получит 12 миллиардов дополнительных до 2025 года в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи. Вчера буквально мы запустили первые машины, которые пришли по модернизации в арктическую зону. Буквально до этого мы открывали фельдшерско-акушерские пункты, больничный комплекс в Верхоянске. И у нас еще предстоит строительство двух крупных объектов. Ни на день не закрывали тоже стройку. Очень активно и глава выезжал, и председатель правительства. Мы выезжали каждый раз, контролировали. При той всей стагнации строительного рынка по всей стране кардиологический онкодиспансер, они строились в республике каждый день, и мы укладываемся по срокам, и кардиодиспансер мы должны открыть в этом году, онко в 23-м, возможно, пойдем опережающим темпом, и в этом году мы должны заложить сваи еще на 5 крупных центральных районных больниц. Я думаю, что весь тот опыт, который мы получили в прошлом году, он пойдет только на улучшение, на правильную реализацию, абсолютно новые подходы в системе здравоохранения как нашего региона, так и в целом страны. Спасибо вам. Продолжая тему пандемии, поговорим о социальной поддержке жителей Якутии. Вопрос министру труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елене Волковой. Елена Александровна, расскажите о той работе, которая проделана вашим ведомством в части поддержки якутян, особенно семей с детьми, у которых, безусловно, пострадало финансовое состояние. Какой объем выплат был произведен за 2020 год и как вы поддерживали жителей республики? Действительно, в прошлом году на уровне и руководства страны, и руководства республики был принят дополнительный комплекс мер по поддержке семей с детьми, и объем тех средств, который был направлен на эти цели, был увеличен более чем в 2,5 раза в целом, да, что касается объема финансирования. К примеру, были увеличены размеры минимальных пособий по уходу за ребенком на первого ребенка в 2 раза. Такие пособия по нашей линии получают более чем 6 тысяч мам по всей республике. Вы знаете очень хорошо, что через Пенсионный фонд Российской Федерации наши семьи с детьми до 16 лет получили различные единовременные выплаты по решению главы государства. У нас в республике были приняты дополнительные меры, и, к примеру, по решению главы республики все выпускники 11 классов также получили поддержку при окончании школы. Здесь хотелось бы также отметить, что это не новая мера поддержки, но ежегодно совершенствуются механизмы, ежегодно правительством республики принимается решение об увеличении объемов, а именно на предоставление поддержки на условиях социального контракта. В прошлом году порядка 300 миллионов рублей было направлено на эти цели. И что очень важно, это тот факт, что по итогам года мы сделали анализ, и 30% семей посредством реализации социального контракта смогли выйти из трудной жизненной ситуации, то есть повысить свои доходы. И, конечно, при предоставлении этой меры поддержки мы всегда приоритетно смотрим на семей с детьми, многодетные семьи. Здесь хотелось бы отметить, что в 2021 году, забегая вперед, объем средств будет увеличен в 2 раза на эти цели. И прошу обратить внимание всех тех, кто хочет воспользоваться такой мерой поддержки. Направления расходования средств будут расширены очень серьезно. Теперь можно будет не только использовать средства социального контракта на, допустим, открытие своего собственного дела, да, на поддержку личного подсобного хозяйства, но и теперь мы сможем помогать в поиске работы, стажировочные мероприятия и так дальше. Ну, все вот эти вот изменения мы, конечно, сейчас широко стараемся транслировать в средствах массовой информации, чтобы люди об этом знали.
И, конечно, бы хотелось более подробно остановиться на той очень такой значительной мере поддержки семей с детьми, которая была введена в 2020 году. Это пособие для семей с низкими доходами на детей от 3 до 7 лет включительно. Такое пособие сегодня, ну вот как вы уже слышали, получают семьи на почти 50 тысяч детей. И его размер очень, конечно, существенный и составляет половину прожиточного минимума, да, то есть примерно 8-10 тысяч рублей в зависимости от территории проживания семьи. Но что вот здесь очень важно, да, именно тот факт, что вот эту меру поддержки нам удалось, так скажем, реализовать в новом совершенно для нас всех формате. Была введена полностью цифровая услуга, то есть это не только возможность подачи заявления в электронном виде, да, то есть у нас по всем услугам, в общем-то, сегодня имеется возможность подать заявление в электронном виде, а у нас их 62 услуги только по линии министерства. А вот эта услуга уже предполагает подача заявления. Вместе с этим все те необходимые документы, которые требуются для подтверждения права на эту очень существенную меру поддержки, они собираются сегодня органами социальной защиты именно в рамках межведомственного электронного взаимодействия. То есть не требуется сегодня собирать какие-то новые, точнее дополнительные справки и так дальше. Это все делается для человека, ну, для того, чтобы обеспечить, так скажем, доступность, комфортность для конкретного заявителя. Вот. Ну и, конечно, в этом смысле хотелось бы отметить, что проведена большая с точки зрения и организационно-технологической части работа именно по отладке всех вот этих процессов. К примеру, на одного заявителя, значит, сегодня приходилось собирать до 19 сведений на каждого члена семьи. Это, конечно, большой трудоемкий процесс, но на сегодня мы считаем, что с этой очень серьезной задачей, которую нам сегодня руководство поставило, наше управление социальной защиты справились. Я вот здесь хотела бы отметить, что вообще сама по себе цифровизация, да, услуг – это очень такое стратегическое направление, которое мы и в дальнейшем будем продолжать переводить услуги на проактивный режим предоставления, то есть это беззаявительный способ, для человека это очень удобный способ назначения. И здесь хотелось бы отметить, что не только для семей с детьми, но и, конечно, для наших ветеранов, для нашего старшего поколения мы также провели работу для того, чтобы отдельные меры поддержки, там, где это возможно, мы смогли предоставить беззаявительным способом. Особенно в год юбилейный, 2020 год, год памяти и славы, мы постарались создать такие условия, чтобы они были безопасны для нашего старшего поколения. К примеру, все юбилейные выплаты были таким же способом перечислены, да, то есть человеку не нужно обращаться сегодня в управление социальной защиты. Ну и ряд отдельных мер, в том числе принятых в связи с пандемией. Пользуясь случаем, разрешите сегодня от имени всего правительства, руководства республики, от имени Министерства труда поздравить всех наших участников войны, наших ветеранов с наступающим Днем Защитника Отечества. Конечно, еще раз поблагодарить, отдать дань уважения и пожелать крепкого здоровья и, конечно, долгих лет жизни. Благодарю вас. Вопрос министру по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Степану Анатольевичу Саргадаеву. Добрый день. В сюжете в начале эфира мы посмотрели о том, что по работе с грантами президента Российской Федерации наблюдается положительная тенденция. Что сделано и что предстоит? Добрый день. Спасибо за вопрос, Влад. Да, действительно, сегодня руководством республики на поддержку развития гражданского общества ведется очень хорошая работа. Мы в прошлом году впервые провели конкурс гранта Илдархана Республики Саха-Якутия, где было предусмотрено 56 миллионов 800 тысяч рублей. Всего было подано 256 заявок, из них выиграли первый грант главы Республики Саха-Якутия, 43 проекта. К тому же наша республика стала одним из первых 7 регионов,
который запустил собственный портал, да, собственный портал для регионального грантового конкурса. И мы действительно в прошлом году, в 2020 году, стали передовыми, заняли лидирующие позиции по Дальневосточному федеральному округу. Мы грант главы Республики Саха-Якутия провели по 16 направлений. Но в целом эти направления социального значения, социального характера. Также наши некоммерческие, социально ориентированные некоммерческие организации очень хорошо участвуют в других грантах, которые проводят, всероссийских грантах. Это, во-первых, фонд президентских грантов. В прошлом году из нашей республики в целом было подано 309 проектов на участие. Из них выиграло 56 проектов на общую сумму более 61 миллиона рублей. Это очень хороший результат. И также президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было дополнительно объявлено в связи с эпидемиологической ситуацией по всей стране дополнительный грант через фонд президентских грантов, да, где наша республика выступила, тоже участвовала. Мы подали более 50 проектов, из них выиграла 7 проектов на общую сумму 14 миллионов рублей. И тем мы, тоже наши социально ориентированные некоммерческие организации, внесли неоценимый вклад по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Также конец 2020 года мы участвовали в 3-м этапе фонда президентских грантов, где уже в этом году, в 2021 году, были известны итоги. И скажу с приподнятым настроением, что сразу же выиграла из них на 41 проектов на общую сумму более 40 миллионов рублей. Это очень хороший результат, и сегодня наш регион, Республика Саха-Якутия, отмечена Министерством развития Дальнего Востока. Также мы вошли в топ-9 регионов, которые поддерживают развитие институтов гражданского общества как самые лучшие регионы. Это очень хороший результат. И какие меры, да, мы принимаем, чтобы помочь нашим некоммерческим организациям? Мы в прошлом году, в 2020 году, в феврале открыли единый ресурсный центр, чтобы наши социально ориентированные некоммерческие организации не просто так участвовали, да, а участвовали на результат. Этот единый ресурсный центр помогает именно правильно писать проекты. У нас действительно имеются очень хорошие ресурсные центры, довольно такие крупные сегодня, которые везде и по грантам фонда президентских грантов, и по другим фондам, например, которые объявляют фонд Тимченко, фонд Потанина и гранты Росмолодежи. Есть такие ресурсные центры, как ресурсный центр «Спас», очень хорошо работает, ресурсный центр «Акфа», который сегодня действительно является у нас самыми крупными ресурсными центрами, которые поддерживают и помогают социально ориентированные некоммерческие организации. Также мы запустили мобильную версию помощи именно некоммерческим организациям. Доступна в iOS и также андроидам. Да? Люди могут спокойно зайти в приложение и оттуда брать самые свежие информации и свежая информация, как именно правильно подготовить проекты. И в этом году мы участвуем
новом конкурсе, который объявил Фонд президентских грантов именно среди регионов насчет софинансирования для поддержки развития общественного гражданского общества. Мы подали свою заявку, и вот в марте месяце мы ждем. И в этом году, в начале апреля, планируем объявить конкурс гранта Илдархана Республики Саха-Якутия. И, пользуясь случаем, я хочу сегодня все-таки остановиться по году патриотизма. Несмотря на переломическую ситуацию, мы провели этот год на очень высоком организационном уровне. Мы научились проводить наши мероприятия в новом формате, онлайн-формате. Да, действительно, когда вот в марте месяце было объявлено, вышел указ главы республики об ограничении, об самоизоляции, мы столкнулись с таким сложной ситуацией, как мы будем проводить без массовых мероприятий юбилейное празднование 75-летия, а также год патриотизма. Но невозможное возможно. Мы быстро научились провести все наши мероприятия в онлайн-формате. Вот, например, нашу очень на высоком уровне завершили республиканскую эстафету «Знамени Победы». Наши общественники, Ассоциация ветеранов боевых действий и внутренних дел республики, водружили Знамя Победы на высочайшую точку Якутии, гору Победа. Также был преодолен лыжный переход по маршруту села Кисюр до города Нюрба. Мы в целом было реставрировано и реконструировано 295 памятников. В акциях, в различных акциях и в помощи нашим ветеранам участвовало более 220 тысяч жителей нашего города. При этом мы вот в таком сложном ситуации показали наш патриотический дух. И это очень отрадно. И вот с 18 марта, как был объявлен эпидемическая ситуация в республике, у нас была создана республиканский волонтерский корпус. И вот весь период и до сегодняшнего дня работали и работают более 4000 добровольцев, именно волонтеров, которые бесплатно вышли на помощь нашим пожилым людям, старше 65 лет, которые до сегодняшнего дня сидят на самоизоляции, насчет доставки продуктов, насчет медикаментов. И в целом мы по всем вот одиноким, престарелым людям назначили волонтеров, которые сегодня с ними общаются, с ними говорят каждый день. И также сегодня идет работа по вакцинации. У меня вкратце все. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня руководители в студии также находятся. Это Тамара Николаевна Кривошапкина, руководитель управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха-Якутия. Тамара Николаевна, расскажите вкратце, как была организована работа ЗАГСа в период пандемии. Спасибо. Добрый день, уважаемые телезрители. Несмотря на сложную ситуацию, работники ЗАГС не прекращали прием граждан по государственной регистрации актов гражданского состояния. Всего за год было зарегистрировано 34 565 актов гражданского состояния, что составляет 108% от установленного целевого значения Министерства юстиции Российской Федерации. В основную деятельность еще входит совершение юридически значимых действий. Это выдача повторных документов, внесение изменений и исправлений в запись акта гражданского состояния, выдача справок на многочисленные запросы правоохранительных органов, социальных учреждений и граждан. Таких действий было совершено более 80 тысяч. Также составляет 108% от установленного целевого значения Министерства юстиции Российской Федерации. Наряду с основной деятельностью органы ЗАГС, сотрудники ЗАГС
занимались приоритетной задачей, поставленной правительством Российской Федерации. Это оцифровка, конвертация всех записей актов гражданского состояния, составленных на бумажном носителе. Эта работа велась в два этапа. Сначала вводили из бумажных носителей в свою информационную систему находка ЗАГС, затем эти записи выгружали в единый государственный реестр записи актов гражданского состояния. Теперь все записи, начиная с 1926 года, а это ни много ни мало, более 3 миллионов записей, находятся в едином реестре, оператором который является налоговая федеральная служба. Хочется отметить, что эта система, новая система, она полностью зависит от качества работы, качества связи. У нас, значит, ведется регистрация онлайн-режим, но вместе с тем есть и хорошая сторона этой системы новой. Например, когда при получении повторных документов взамен утерянного гражданин может обратиться в любой орган ЗАГС Российской Федерации по месту проживания или по месту нахождения. То есть он не будет отправлять запрос заявления по месту составления записи акта гражданского состояния, а может обратиться в орган ЗАГС и получить нужный ему документ. При этом, значит, сокращается срок предоставления государственной услуги и, конечно же, сокращается срок, улучшается качество услуги, также сокращается почтовые расходы на конверты органов ЗАГС, а также и гражданину тоже. Но, как известно, все работники ЗАГС активно принимают участие в мероприятиях, которые нацелены на укрепление семейных ценностей, института семьи. В прошлом году вышел 6-й том книги «Золотые семьи Якутии», героями которой являются семьи долгожителей, которые прожили 50 и более лет. Начиная с 2019 года управление по нашей инициативе стали вручать таким семьям приветственные адреса от имени главы Республики Саха-Якутия. В прошлом году таким приветственным адресом были награждены более 200 семей и также вручены знак «Семейная доблесть» 221 семье. Таким образом, все целевые показатели, утвержденные Министерством юстиции Российской Федерации, органом ЗАГС Республики Саха-Якутия, достигнуты и выполнены. Благодарю вас. Слово начальнику Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей. Это Сергей Юрьевич Трофимов. Сергей Юрьевич, основное достижение Центрального аппарата, возглавляемого вами в прошлом году. Что вы скажете? Основное достижение, как бы это ни звучало, мы обеспечили отправление правосудия в штатном режиме, то есть, несмотря на сложный год, который выдался нам в 2020 году, мировые судьи рассматривали дела без каких-либо ограничений и изъятий, то есть все работало в штатном режиме. Значит, на начало 2020 года у нас было 5 вакансий должности мировых судей. И в связи с этим вообще справочно 63 мировых судей действуют по Республике Саха. В связи с действиями по ограничению передвижения, то есть надо было вовремя заменять отсутствующих мировых судей вакансии, а также в связи с тем, что вакансии были довольно продолжительное время, больше полугода, Илтумен не заседал в очном режиме, то есть нам в этом плане составляло, конечно, большие сложности обеспечения бесперебойного отправления правосудия посредством замены. Но оперативно с этими вопросами мы справились. В этом, конечно, нам
большую помощь оперативный штаб оказывал в плане того, что надо было оперативно делать анализы и так далее. То есть эти вопросы по ограничению, потому что эпидемиологическая ситуация в разных районах была разная, то есть и ограничения были специфические. В этой связи нам приходилось в оперативном плане взаимодействовать с Верховным судом и с оперативным штабом. Однако никаких как бы негативных последствий не случилось, поэтому мы обеспечили вовремя конституционное право граждан на рассмотрение в процессуальные сроки дел. Необходимо отметить, что вот этот год, в принципе, если наблюдалось некое снижение активности населения, то есть, однако по итогам рассмотрения дел у нас 2020 года по сравнению с 2019 годом, если есть уголовные дела и административные дела практически на уровне 2019 года с некоторым снижением. Однако гражданские дела, значительный рост произошел, это на 35 тысяч гражданских дел у нас увеличилась в 2020 году нагрузка. То есть, несмотря на эту большую нагрузку, наши мировые судьи рассматривали вовремя и в срок, соблюли все процессуальные сроки, и, конечно, была нагрузка на аппарат мировых судей в плане того, что надо было оперативно решать вопросы дезинфекции, обеспечения средствами индивидуальной безопасности, потому что в начале года мы столкнулись с ситуацией, что средства не были запланированы на эти мероприятия, однако благодаря оперативному вмешательству оперативного штаба все эти вопросы решились благополучным образом. В этом ключе я бы хотел закончить, потому что, несмотря на известную пандемию, сложности, у нас и увеличением нагрузки на мировых судей, на аппараты судебных участков, мы достойно справились с этой ситуацией. Спасибо вам, спасибо всем за участие в первой части программы. Уважаемые зрители, подчеркнем, что, безусловно, главным событием, затронувшим абсолютно все сферы жизни в республике, в России, в мире, стала борьба с коронавирусом. Многие из присутствующих сегодня в студии занимали важную роль в этой работе, в работе оперативного штаба республики. Колоссальная работа была проделана в сжатые сроки. Давайте вспомним, посмотрим, как начиналась вся эта работа в 2020 году. Ролик подготовили коллеги с телеканала «Якутия-24».
Это отчет правительства Якутии по социальному блоку вопросов. Мы работаем в прямом эфире. Звонок принимаем по телефону 32 01 11. Прием звонков уже идет. Этим занимается колл-центр. Давайте узнаем, сколько вопросов уже поступило с начала эфира. Сарглана Неустроева работает в студии. Сарглана, пожалуйста, тебе слово. Наш колл-центр продолжает свою работу. Предварительно был организован сбор вопросов через платформу OneClick Якутия. Но к этому часу поступило более 50 вопросов. Большинство из них относятся к сфере строительства объектов здравоохранения, получения плановой медицинской помощи. А также люди интересуются относительно вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Напоминаю, номер телефона колл-центра 32 01 11. Также параллельно на рабочих местах отвечают заместители министров и руководители подведомственных организаций и предприятий. Влад? Сарглана, спасибо. Итак, мы готовы принять уже первый вопрос от зрителей. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Добрый день. Говорите, пожалуйста, да. Ага. Меня зовут Алина, я являюсь волонтером-медиком. И у меня возник такой вопрос. Так как я слежу за ежедневной сводкой по заболевшим от ковид, и вроде бы вирус пошел на спад, но с потеплением будет ли третья волна ковида? Спасибо. Наверное, по вопросу третьей волны ковида я всегда говорю о том, что в данной ситуации очень многое зависит прежде всего от нас. Ну и Елена Афраимовна очень четко, наверное, ответит волонтеру-медику. Спасибо большое, Алина, за вопрос. Но надо вообще осознать уже и четко понимать, что коронавирус пришел к нам навсегда и надолго. То есть он вошел в ряд обычных острых респираторных вирусных инфекций, которые будут персистировать также 2 раза в год. Но здесь очень важно, в каком статусе он придет к нам, насколько он будет силен, насколько будет задевать то количество населения, которое сегодня есть. Поэтому самое главное нам – это сейчас отвакцинироваться, подготовиться к новому эпидсезону. И, конечно, соблюдать те простые меры и правила, которые прописаны Роспотребнадзором. Ношение масок и социальной дистанции. Спасибо. Итак, еще один вопрос уже в студии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Мария Васильева. Я сижу по уходу за ребенком. У меня вот такой вопрос. По выплатам на ребенка от 3 до 7 лет. Вопрос, будут ли изменения в этом году? Если да, то какие? Добрый день, я отвечу на этот вопрос. Действительно, планируется изменение в порядок предоставления этой выплаты от 3 до 7 лет. Значит, во-первых, самое важное здесь – это увеличивается сам размер выплаты. Да? Вот я в своем выступлении говорила, что сегодня половина прожиточного минимума, да, выплачивается, а после 1 апреля меняются правила, и сам размер будет зависеть теперь уже непосредственно от глубины нуждаемости семьи. Возможно, это будет 50%, возможно, 75%, возможно, все 100% от прожиточного минимума, то есть до 17 тысяч рублей. Это все будет зависеть от непосредственно тех доходов, которые сегодня есть, денежные доходы у семьи. Ну и на сегодня также Министерством труда Российской Федерации прорабатывается вопрос о введении дополнительных критериев нуждаемости. Соответственно, мы сегодня находимся в режиме ожидания этого порядка. И как только будут, соответственно, документы выпущены, будем широко информировать. Спасибо. Двигаемся дальше. Алло, здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Алло, говорите, пожалуйста. Да, видимо, проблемы со связью. Ждем звонков. Зампред правительства Якутии Ольга Валерьевна Балабкина и ее коллеги отвечают на блок вопросов социального развития. Звоните, спрашивайте 32 01 11, телефон нашей студии. Итак, у нас есть звонок, уважаемые коллеги? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Я Федорова Анастасия Максимовна, жительница поселка Нижний Бестя, Нигино-Канагаларского района. И у меня такой вопрос. Где и как получить вакцину от коронавируса в нашем поселке? И где находятся участки? Уважаемая Анастасия Максимовна, наверное, это будет, в принципе, в общем-то, ответ для всех граждан республики. Вакцинирование проходит у нас на базе первичного звена, и, соответственно, вы обращаетесь
в свою участковую больницу. Что касается непосредственно Мегино-Кангаласского улуса, это врачебная амбулатория села Мая. И, соответственно, значит, либо можете записаться через портал госуслуги. Вакцинация сегодня проводится во всех улусах республики и не вызывает каких-то организационных моментов. На сегодня вот еще дополнительно республика получает 5000 вакцины, которая также будет распределена в улусы республики. Ну и воспользовавшись возможностью, я приглашаю граждан, особенно старшего поколения, лиц с хроническими заболеваниями, прийти в наши, соответственно, учреждения здравоохранения и провакцинироваться. Спасибо. Еще есть вопрос. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Миркустанда. И я бы хотела спросить, а по какому номеру можно обратиться в республиканский волонтерский корпус? Спасибо за ответ. Ну, Степан Анатольевич ответит, наверное. Негустана, спасибо за вопрос. Обращаться нужно по горячему номеру 8 800 200 34 11. 8 800 200 34 11. Спасибо. Еще один вопрос уже тоже есть. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Фёкла Романовна Варламова, Ангаласский улус, город Волгоград. Ольга Валерьевна, у меня такой вопрос. Когда смогут выйти на работу работники свыше 65 лет? Спасибо. Уважаемая Фёкла Романовна, работники свыше 60, те ограничения, которые установлены для граждан свыше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, обусловлены прежде всего вашей безопасностью, потому что именно сегодня эта категория граждан подвержена больше всего как тяжелому течению заболевания, так и, соответственно, самому заражению в связи с силой, в том числе и своей активности как таковой, потому что в любом случае мы очень серьезно общаемся, в том числе и на работе. Вот необходимо обратить внимание, что сегодня для граждан, которые достигли 65-летнего возраста и лиц с хроническими заболеваниями, особенно те, кто является работающим, уже указом главы республики установлена такая возможность при условии прохождения вакцинации. Если вакцинация будет пройдена, то выход на работу возможен. Спасибо. Якутяне продолжают дозваниваться до нашей студии. Это отчет правительства. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да, алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина Егоровна, и у меня такой вопрос. Какой размер госпошлины за перемену имени? И могу ли я подавать документы, чтобы поменять имя электронно? Спасибо. Спасибо за вопрос. Госпошлина за те или иные действия взимается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. За перемену имени, которая включает в себя фамилию, имя или отчество, составляет 1600 рублей. И в связи с переменой имени вносится в запись акта гражданского состояния исправления. За это взимается 350 рублей. А по поводу подачи заявления по интернету это не допускается, потому что два вида по федеральному закону перемены имени и внесение исправления не принимается по порталу государственных услуг. Личное присутствие требуется. Благодарю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да, ваш вопрос. Здравствуйте. Одинцова Ольга Михайловна, город Алекминск. У меня вот такой вопрос. Какой вид социальной услуги можно получить на дому? Елена Александровна четко расскажет о том, какие виды услуг можно получить на дому. И нужно обратить внимание, что в Алекминском районе у нас действует подразделение Министерства труда, управление непосредственно социальной защиты. И, соответственно, вы потом далее будете туда и обращаться. А какие виды, Елена Александровна сейчас объяснит. Спасибо. Действительно, есть у нас одно из основных таких направлений, это социальное обслуживание на дому, то есть помимо стационарной помощи. И на дому сегодня те люди, которые требуют, и определены нуждающимися, да, в основном это одинокие наши
пожилые люди, это люди с инвалидностью, да, могут обратиться в управление социальной защиты именно на предоставление такой услуги. И на дому может быть предоставлена такая помощь, как приобретение продуктов питания, да, это уборка помещения, это различные санитарные услуги и так далее, и так далее. Все, что необходимо сегодня для жизнедеятельности человека. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в наше управление социальной защиты по Алекнинскому району, вам все обязательно расскажут и помогут. Спасибо. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Ленинского района. Можно спросить, когда начнут планово принимать в областной больнице? Спасибо. Лена Афраимовна непосредственно скажет, когда начнут планово принимать, но я сразу скажу, что планово уже начали принимать, поэтому Лена Афраимовна сейчас дополнит. Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Я не очень расслышала, или вы не указали, какой район. Вообще плановая медицинская помощь у нас в республике начата с 15 августа, и она продолжается. Единственное, есть сегодня ограничение, это по количеству пациентов. Ну, например, если ранее в одну палату мы могли госпитализировать от 2 до 6 пациентов, сейчас это практически на 50% сокращается в рамках соблюдения санитарно-противоэпидемических правил. И поэтому я думаю, что если вы конкретно назовете район, мы уточнимся. Чурапчинский. Чурапчинский. В Чурапчинском районе, как во всех остальных, в принципе, плановая помощь оказывается. Еще раз говорю, просто в ограниченном объеме. Спасибо. Есть ли еще звонок у нас, коллеги? Да, здравствуйте, алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня зовут Алена. Я звоню из Нижнекангаласского района. И у меня вот такой вопрос. Да, спрашивайте, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Алло, слышно нас? Да, Нижнекангаласский район. Да, ваш вопрос, прошу вас. А вот если я родила третьего ребенка в прошлом году, 29 февраля 2020 года, то выплата за третьего ребенка автоматом продлевается или заново надо подавать документы? Спасибо. Да, действительно, у нас дважды были приняты меры, решения об автопродлении, непосредственно с апреля месяца до октября и с октября по март месяц. Вот сейчас, если у вас заканчивается вот этот период автопродления, нужно будет подать уже заявление. Это заявление, опять же, можно будет подать через электронные услуги, через государственный портал, поэтому, пожалуйста, подавайте такое заявление. Спасибо. Еще один вопрос. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Меня интересует вот какой вопрос. Любятин, город Якутск. Когда будет поступление в республику вакцин Эпивак и Чумакова? Ну, давайте, наверное, я отвечу, непосредственно на настоящий момент по всей Российской Федерации происходит по линии Министерства здравоохранения поступление вакцины во всей Российской Федерации «Спутник». Что касается вакцины Эпивак и Чумакова, как только будет соответствующая разнарядка, мы об этом в обязательном порядке объявим. Ну и что касается вообще вакцин, необходимо обратить внимание, что на настоящий момент как Эпивак, так и Спутник имеют соответствующее регистрационное удостоверение, и, соответственно, при том, когда будут мощности российские Министерство промышленности, Минпромторга справляться, будет вакцина везде. Спасибо. Еще есть вопрос от жителей республики. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день, Ольга Валерьевна. Это Екатерина Елбакова из города Мирный, член общественного совета, также работаю организатором в Центре дополнительного образования. И у меня вопрос к вам. Вот скажите, пожалуйста, если мой ребенок родился в другом регионе, могу ли я повторно получить свидетельство о рождении у нас в городе Мирном?
Наверное, Тамара Николаевна объяснит, но все зависит, наверное, от того, в этом регионе переведено ли все на соответствующую цифровую систему. В республике Саха-Якутия, если бы ребенок родился, то мы бы вам очень четко ответили, с этого года, независимо от того, где бы вы ни находились, вы можете электронно получить соответствующий дубликат свидетельства. Все зависит от того, что, значит, в этом регионе, в котором вы хотите получить, есть ли соответствующая услуга. И провели ли они эту работу, которая проведена в Якутии. Да, я могу ответить, потому что по всей Российской Федерации проведена такая грандиозная работа по переводу всех записей в единый государственный реестр. Поэтому во всех регионах есть такая услуга. То есть вы, живя в городе Мирном, можете обратиться в отдел ЗАГС города Мирного и получить по месту обращения нужный вам документ с того региона, не отправляя запрос по месту составления записи акта гражданского состояния. За один день можете получить. Вот преимущество этой программы. Да. Спасибо вам. Есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Ольга Валерьевна, добрый день. Это Николай Васильев, город Якутск. В строительной компании работаю. У меня такой вопрос. Могу ли я подать исковое заявление мировому судье электронно? Наверное, Сергей ответит, потому что практически тоже все переведено в электронный формат. Такая возможность, здравствуйте, Сергей, такая возможность предусмотрена действующим законодательством. У нас сейчас в республике проводятся мероприятия по внедрению такой услуги. Ну, думаю, к концу года этот сервис заработает. Спасибо. Есть ли еще вопрос? Алло, да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Я в деревне села Коропилка Ясыцкого наследия Чуракинского ВУЗа, Тарасова Елена Михайловна. У меня вот такой вопрос. У нас вот в деревне есть двое семей, у которых 7 детей. Одна вот, документы все собрали на мать деревни 3-й степени. Одна вот сказали, Кириллина прошла, а Бродникова нет. А у Бродниковой старший ребенок, старшему ребенку уже 18 лет. И он закончил школу со справкой. Получается, что он инвалид, да? И ей сказали, что отказали. Почему? Потому, ну, я позвонила там специалистам, говорила, и она мне сказала, что если ребенок учится очно или в армии, только тогда вот дают такую, там, степень, 3-й степени матери имя. Почему так? Если ребенок закончил школу со справкой, его нигде не берут. Очное обучение. Пожалуйста, у них в семье хорошая, 7 детей, 7 младшие, все школьники, а вот старшему уже 18 лет. Хорошо, спасибо. Вопрос понятен. Елена Михайловна, значит, вообще на все государственные награды, да, в том числе на награду «Мать-героиня», у нас действует порядок, когда через органы местного самоуправления собирается пакет документов и, соответственно, уже направляются, да, значит, полностью по собранный пакет документов. Министерство труда и социального развития создана и действует соответствующая комиссия. Поэтому здесь, наверное, это более такой индивидуальный вопрос. Я бы хотела, наверное, индивидуально его рассмотреть. И, соответственно, через Чурапчинское управление социальной защиты мы выйдем и значит, рассмотрим и, конечно, дадим соответствующие разъяснения. Здесь надо посмотреть по документам. В дополнение к Елене Александровне я хочу обратить внимание на то, что при разрешении вопроса комиссионно учитываются очень многие факторы и нет как такового формального подхода. Поэтому, соответственно, значит, если действительно вы как жители поселка, села считаете, что есть все-таки какая-то определенная несправедливость, то, конечно же, мы посмотрим еще раз эти документы, и Елена Александровна через управление сообщит дополнительно. Спасибо. Еще один вопрос уже в студии. Алло, здравствуйте. Кто вы, откуда вы и ваш вопрос? Алло, здравствуйте. Меня зовут Тимофей.
Я вот звоню из Нерюнгри. У меня вот такой вопрос. Вакцинация от ковид добровольная? И второй вопрос, а какие есть противопоказания? Давайте по добровольности скажу я, по противопоказаниям Елена Фраимовна. Да? Но действительно, вакцинация от ковид является добровольной, но сегодня мы не зря так много уделяем вниманию тому, что ковид – это все-таки особо опасная инфекция. Инфекция, которая сегодня не дает возможности нам жить в наших условиях обычной жизни. Нам приходится принимать те или иные ограничительные меры. Дети уходят на дистанционное обучение. Наши старшие братья и сестры, наши родители, они находятся в определенных ограниченных условиях. Поэтому при приеме, при принятии решения о вакцине давайте думать о том, как нам продолжить жизнь все вместе в обычных условиях. Но о противопоказаниях уже, наверное, как медицинский работник, Лена Фраимовна скажет. Спасибо большое за предоставленную возможность. Ну, как Ольга Валерьевна сказала, сегодня в республике по всей стране мы в основном вакцинируемся вакциной «Спутник Ви». Сегодня там есть четкие ограничения, они заключаются в нескольких позициях. Первое – это аллергические реакции на вакцинацию, проведенную ранее, на какие-то компоненты из вакцин. Второе – это беременность. Третье – это период кормления или лактации. И более ничего. Единственное, что мы ограничиваем, если у вас какой-то острый период, либо заболевания ОРВИ, либо какого-то хронического заболевания, можно выждать 2 недели. Дальше можно приходить на вакцинацию. Причем хочу отметить еще вопрос такой, очень много задают его, опережающий, может, скажу, стоит ли сдавать анализ ИФА для того, чтобы пройти вакцинацию. Нет, не надо, этих требований сегодня нет, поэтому мы просто регламентируемся тем, что если вы переболели, к примеру, с начала заболевания прошло более 6 месяцев, не надо подтверждающих документов, вы записываетесь на вакцинацию, приходите и вакцинируетесь. Единственное ограничение, мы сегодня по всей стране не вакцинируем детей до 18 лет. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. Дозвонились. Здравствуйте. Откуда вы и кто вы? Пожалуйста, спрашивайте. Здравствуйте. Я с Горного Улуса, Дичковская, Саргалана. У меня такой вопрос. Как получить путевку для лечения в санатории Бесчегда, город Москва? И какие документы для этого нужны? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Саргалана. Соответственно, санаторий Бесчегда у нас сегодня непосредственно находится на стадии определения в дальнейших своих действий. Как только там будет возможность выдавать путевки, об этом вы получите соответствующую информацию. Спасибо. Итак, мы готовы подключиться к колл-центру, узнать, как дела, сколько вопросов поступило. Саргалана Неустроева там работает. Саргалана, пожалуйста. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Звонки принимаются по номеру 320111. Также в течение месяца вы можете задать свой вопрос через платформу OneClick Якутия. Колл-центр работает постоянно на своих рабочих местах. Также готовы ответить на ваши вопросы заместители министров и руководители подведомственных учреждений и предприятий. Всего за время прямого эфира поступило 122 вопроса. Влад? Саргалана, спасибо. Время эфирное завершается. Очень много звонков. На все эти вопросы, понятно, в таком ограниченном режиме нельзя ответить, но в течение месяца все эти вопросы на них будут даны ответы и адресованы в течение 1 месяца ответственными министерствами и ведомствами. Сейчас постепенно будем завершать. Ольга Валерьевна, пожалуйста, подведем итоги сегодняшнего эфира и несколько слов о планах на год текущий. Пожалуйста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, действительно, отчитываясь в таком необычном формате, в этом году впервые мы не можем выехать в каждый ваш населенный пункт для того, чтобы ответить на те вопросы, которые вы ставили перед нами, перед правительством республики, над которыми мы работали в течение, в том числе, несмотря на сложные условия, 2020 года. Но, тем не менее, я хочу обратить внимание, что все те постановочные вопросы, которые вы ставили на своих встречах, они остаются и являются одними из вопросов, которые являются приоритетами
при определении правительством республики своих направлений деятельности. Это касается как строительства ряда объектов и социальных объектов, так это касается и вопросов, которые связаны с созданием комфортной городской среды проживания, сельской среды проживания. То есть в любом случае все вопросы, которые к вам поступали, которые будут поступать сейчас, будут также скомпонованы, в том числе и по районам республики, и, соответственно, взяты для дальнейшей проработки. Спасибо вам за те вопросы, которые поступили сегодня, потому что именно сам спектр вопросов говорит о том, что нам нужно еще очень много и дальше продолжать нашу разъяснительную работу. Именно в той части, в тех позициях, которые мы сегодня предоставляем в качестве социальных услуг. Это касается всех социальных услуг, и здравоохранения, и ЗАГСа, и, соответственно, социальных услуг по выплате пособий, так же, как и молодежной политики. Говоря о планах 2021 года, наши планы очень четко определены президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, который подписал базовые указы, по которым определены приоритеты, к которым мы двигаемся. Главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым, который определяет непосредственно планы практически на каждый год. И идем мы прежде всего к улучшению наших, в том числе, демографических показателей. И к тому, чтобы жизнь в нашей республике была более комфортна. По линии здравоохранения в этом году мы реализуем такие проекты, как модернизация здравоохранения, а именно практический подъем первичного звена здравоохранения. По линии труда, я думаю, что мы введем в эксплуатацию в этом году непосредственно корпус Вилюйского дома-интерната. Будем продолжать строительство Алюкминского дома-интерната для престарелых. Работать по привлечению частных инвесторов для того, чтобы расширять сеть пансионатов именно для лиц, проживающих, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Также по линии ЗАГСа и управления Министерства юстиции Республики будем осуществлять те функции, которые возложены на государство для того, чтобы жизнь в республике становилась лучше. Ну и, конечно же, мы будем заботиться и о нашей молодежи в республике, в том числе и через фонд президентских грантов, привлекая средства для поддержки общественных организаций. В этом году мы продолжим работу в новом формате наших добровольных народных дружин для охраны общественного порядка, которые в этом году пришли практически в каждый улус и район республики. И главное, мы будем выполнять те наказы, те пожелания, которые необходимы сегодня гражданам нашей республики. Еще раз, конечно же, хотелось пожелать всем здоровья. И отдельно от себя лично сказать огромное спасибо компании НВК «Саха». Та компания, которая работала с нами, сотрудники, которые работали с нами весь этот тяжелейший год. Действительно, понимать, что ты каждый день слушаешь информацию, один из первых. Иногда я видела, как ваши корреспонденты вздрагивали, когда цифра увеличивалась. Я понимала, что каждый из них переживает за то, что происходит в республике. Спасибо вам за вашу плодотворную работу и за организацию эфира. Я благодарю заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольгу Валерьевну Балапкину за работу в эфире, ее коллег. И анонсирую завтрашний эфир отчета правительства с Михаилом Никифоровым, с зампредом правительства. Блок вопросов будут касаться предпринимательства, сельского хозяйства, Арктики и многого другого. Спасибо вам, уважаемые зрители, за интерес. Прощаюсь с вами до завтра. До свидания.